Такие люди, как Закир Наик, кому они говорили? Такие люди, как Ахмед Дидат, кому они говорили? Они выступали перед аудиторией, которая была совершенно невежественна в отношении ислама. Они не знали, что написано в Коране. Они не знали ни о чем из того, о чем говорят эти ребята, и позволили им говорить все, что они хотят. И какое-то время они имели большой успех, потому что какое-то время это сходило им с рук. В конце концов, люди начинают улавливать суть и разоблачать ложь, а аргументы становятся просто смешными, над которыми можно только поиздеваться и посмеяться над тем, насколько они слабы. А потом мы видим новое поколение молодых людей, которые говорят: нам нужен следующий Закир Наик, нам нужно вырастить следующее поколение Ахмеда Дидата и Закира Наика. И хочется сказать: у вас больше не получится. Метод Закира Наика работает только тогда, когда у вас царит атмосфера полного невежества, и вы можете говорить все, что хотите. А теперь, где бы вы ни выступали, люди будут указывать на ложь. И делать это очень быстро. И что же они делают? Они пытаются найти большие группы людей, которые все еще ничего не знают. Вот почему они пытаются попасть на шоу Джордана Питерсона. Вот почему они пытаются попасть на шоу Джо Рогана. Вот почему они пытаются попасть на шоу Стивена Краудера. Вот почему они хотели получить доступ к Эндрю Тейту и всем этим ребятам. Им нужен доступ к большим группам невежественных людей, чтобы они могли распространять ложь в атмосфере, где она все еще может работать, где эти аргументы все еще могут работать, потому что люди не были привиты от нее. И конечная их цель заключается в следующем: сможем ли мы привлечь достаточное количество людей достаточно быстро, прежде чем это станет достоянием гласности, чтобы мы могли стать настолько влиятельными, что сможем фактически пресекать критику наших аргументов. И тогда никому даже не будет позволено отвечать. Вот их цель. Мы участвуем в гонке.